В Москве прошла встреча главы региона Юнусбека Евкурова с Владимиром Жириновским. В ходе встречи председатель ЛДПР и глава Ингушетии обсудили ситуацию на Северном Кавказе и в целом в нашей стране, а также обстановку в соседней с нами Украине. Речь зашла и о межнациональных отношениях. Репортаж Муслима Ганиева. Народное единство, этическое воспитание, ситуация на Украине. Вот основные вопросы, которые обсудили на встрече главы Ингушетии с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В беседе с Евкуровым руководитель либерал-демократов отметил, что хорошо знаком с представителями республики в Совете Федерации и Госдуме, и что Ингушетия является полноценным субъектом России. Жириновский подробно рассказал Евкурову о своем первом знакомстве с представителями ингушского народа. Он отметил, что Северный Кавказ – это неотъемлемая часть России со своими обычаями и традициями, которые нужно уважать. Мы одно государство, но иногда в Москве или в других этнически русских городах, центральная Россия, назовем это так, бывает, отрицательное отношение к преступности. Но когда объявляют, что теракт совершил человек, который выходит с какой-то территории на Кавказе, то это звучит в процессе передачи. И у жителей Ингушетии или любого другого района Кавказа складывается впечатление, что у граждан России отрицательное отношение именно к этим лицам. И это, естественно, может вызывать отрицательное отношение. Поэтому я сегодня, когда уже все успокоилось у нас, наступила такая полоса стабильности внутри страны, и у нас сегодня больше внешний фактор – это Украина, Донбасс. То сегодня вот как раз у нас пришло время, может быть, объяснить жителям всего Кавказа, и в частности Ингушетии, что моя личная позиция и позиция всей партии ЛДПР, у нас нет никаких предубеждений и каких-то отрицательных мнений, позиций, в целом по отношению к Кавказу и, в частности, по республике Ингушетия. Поэтому я надеюсь, что жители всей Ингушетии меня поймут правильно, что я никогда ничего не имел сказать, или даже, может быть, какие-то мои слова, если прозвучали как-то вот так, может быть, не очень хорошо, то я здесь как бы приношу свои даже извинения, чтобы люди понимали, что к Ингушетии это не имеет отношения к Кавказу. Кавказ весь. И там люди обижаются. В целом Кавказ. Потому что им неприятно, что звучит отрицательно. Лидер ЛДПР подчеркнул, что выступает за равное отношение к народам, проживающим в России, несмотря на численность и национальные особенности. Очень хотелось бы через сегодняшние возможности телевидения, чтобы нас услышал каждый ингуш. Нет ни у кого никакого даже минимального отрицательного отношения. Просто когда полиция сообщает хронику и указывает национальность, то при обсуждении это начинает звучать. Может быть, даже излишне чаще, чем надо было. Уже были какие-то договоренности вообще не указывать, так сказать, национальность. Но самое главное, что больше нет ничего. Мы практически не сталкиваемся. Тогда, когда мои высказывания, возможно, прозвучали кому-то обидно, я с ними согласен и хочу всем объяснить, что я ничего плохого не имел. Но при этом Владимир Жириновский отметил, что понимает тех, кто обижается на его некоторые высказывания по поводу совершения террористических актов с указанием национальной принадлежности. Какие-то мои высказывания в прошлом, возможно, как-то, может быть, кому-то ранили душу, или были риски для слуха, может быть, даже кто-то оскорбился. Чтобы все понимали, что никогда не имел я какого-то умысла именно оскорбить, унизить ингушский народ. Всегда самым большим уважением. К любому народу надо относиться хорошо. Нельзя делить большой, малый, талантливый, неталантливый. Но есть вот разница в обычаях. И это мы должны учитывать, учить этому в школе, значит, какие-то этикет, нормы этикета, объяснять разные культуры. Россия все-таки это... Ее, так сказать, создавали все народы, но на русских лежит ответственность, чтобы мы не ссорились ни с кем, потому что нам нужны хорошие отношения со всеми. Мы должны идти друг другу навстречу, останавливать, решать положительно, не вешать ярлыков. Поэтому я свою долю ответственности несу.
я признаю, что с моей стороны, возможно, допускались те высказывания, которые людям не нравятся. А сидя в Москве, трудно было мне это восприять. Поэтому спасибо Юнусбек Баматгиреевичу, что он это подсказывает мне. Мы должны друг другу подсказать, чтобы мы могли скорректировать наше поведение, наше высказывание. Ибо страна-то огромная. Конечно. Поэтому как нам знать, где, как отзовется наше слово? В свою очередь, глава Ингушетии отметил, что многие жители Кавказа понимают, что резкие высказывания Жириновского звучали на эмоциях с учетом сложившейся сложной обстановки, и все должны уважать друг друга, проявлять взаимопонимание. Ряд вещей и тех высказываний, которые происходили, вполне там понятно, достаточно там на эмоциях или на чем-то, неважно, как бы это ни было, но сегодня это и сегодня, и те годы тем более, в то время тем более, вызвать довольно серьезный всплеск и недовольство людей. Только Ингушетии, ингушей, но и всего Кавказа. Меня, как ингуша, как кавказца, мы уже говорили об этом, меня это сильно и обидело, и в какой-то степени разозлило. Но одно дело, когда ты живешь с этим внутри, а другое дело, когда ты подходишь к человеку, говоришь, брат, объясни, в чем причина, почему. И вы старше, я младше. И на Кавказе, в целом, в стране принято уважать старшего. И если я услышал от старшего что-то такое, что я не могу понять, осознать, значит, я, как младший, должен подойти, хотя бы спросить. Да, вы правильно говорите, есть провокационные передачи. Но у Владимира Соловьева, надо ему отдать должное, передача, она всегда идет, в любом случае, патриотически настроенным и выделить ту боль, ту проблему, которая есть. Я искренне благодарен тогда оппонентам вашим, которые выступали. Их реакция, вот особенно Курыкбанова реакция, эта реакция была всего кавказского народа. Можно было потом делегирован был Кавказ, чтобы выразить, что это не так. Анализируя слова Владимира Жириновского, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбек Дидигова отметил, что признавать свои ошибки – это сильная черта человека. А что касается вопроса сплоченности всего российского народа, над этим работают и в Совете Федерации. С недавнего времени каждое заседание Верхней Палаты Федерального собрания начинается с ролика, рассказывающего о конкретном субъекте нашей большой страны. И по кавказским традициям, обычаям, да и вообще чисто по-мужскому. Когда человек умеет сказать, что да, я вот здесь вот был неправ, это, Владимир Михайлович, это очень дорого стоит. И вот на сегодняшний день, как никогда, вот мы стоим перед выбором, это единство, сплоченность, в поддержку нашего лидера, нашего президента страны и в целом нашей Российской Федерации. Поэтому я искренне признателен, Владимир Михайлович, и вам, и Юнусбеку Баматгиреевичу за эту инициативу, по этой встрече. На встрече также говорили, насколько сейчас важно народное единство, чтобы сохранить целостность России. С одной стороны, разрушить ее пытается Запад, с другой – Европа. Лидер ЛДПР полагает, что в условиях осложнения международной обстановки необходимо проявлять народное единство. Сегодня слово сильнее пули. Вон Украина нас решила признать агрессором. Так это мы бомбим, что ли, Донбасс? Кто каждый день уничтожает людей? Значит, они не агрессоры. А мы помогаем лекарства, одежду, транспорт, а мы, оказывается, агрессоры. Сейчас Совет Европы будут голосовать. Уже комитет одним голосом поддержал резолюцию лишить снова слова и вообще полномочий. Вот с нами идет борьба в формате Третьей мировой войны. Она идет уже. Третья мировая война. Началась в Ираке, была на Балканах, сейчас пришла на Украину. Главный фронт сегодня – Украина. Поэтому в условиях осложнения международной обстановки и нападок, участившихся против России, конечно, нам нужно больше единства. Единство внутреннее, внутринациональное, внутрирелигиозное. Вы провели прекрасный митинг после этих вопросов с карикатурами в парижском журнале. Великолепно. Вышли все ингуши, показали, проявили свою солидарность, так сказать, сплоченность. И это мы должны сохранять. С мнением о том, что сейчас Россия должна быть сильна как никогда, согласился и глава Ингушетии. И нападки со стороны Европы на российский народ не приведут ни к чему хорошему. Сегодняшние события, в том числе и на Донбассе, и в Украине в целом, показывают. Сегодняшние события в мире показывают. Сегодня, в этом году, 70-летие. Победа Великой Отечественной войны. Весь советский народ, наши с вами предки, весь советский народ
И только советский народ мог победить этого злейшего врага. И когда сегодня вся Европа, которую освобождал советский народ, погибали сотнями тысяч, когда вся Европа, она стояла на коленях, бросала цветы под наши танки, встречала освободителей, и сегодня Европа, но это не граждане Европы, это политики Европы, сегодня хотят повернуть все обратно. Сегодня хотят повернуть все обратно. И нам иногда кажется, что наши предки кровь пролили зря. Нет, не зря. Почему? Потому что народ все равно скажет свое слово. И в любом случае, и вы правильно сейчас сказали, что даже уже в этой ситуации в нашей стране не должно быть никаких там решений. Мы должны друг друга уважать, ценить. Нет плохого народа. Есть хороший человек, есть плохой человек. А народ, он есть народ. Слова народа и единства сегодня прозвучали больше остальных. И именно от народного единства, по мнению участников встречи, зависит судьба многонациональной России. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.